называется по-другому. Это слышно меня, да? Ага. Нет, это запись. Слышно. Ага. Значит, в простонародье говорят, искусственное дыхание, это неверно. Потому что реанимационные мероприятия состоят из двух компонентов. Первый компонент – это ИВЛ, искусственная вентиляция легких. Это дыхание рот в рот. Второй компонент, Елена Олеговна? Непрямой массаж сердца. Это что? Надавлено на грудную клетку. И сейчас мы начнем с того, с чего заканчивали на прошлом занятии, и продолжим. Итак. А наш традиционный ролик? А наш традиционный ролик был? Вы просмотрели уже, да? Надежда Моисеевна. Вступление уже было, да? Было. Хорошо. Было, отлично. Итак, вот на прошлом занятии мы говорили о том, что у нас есть пострадавший, который без сознания. Елена Олеговна. Сегодня пострадавший Елена Олеговна. Сегодня буду я. Вот. Я упала в обморок. Мы установили, что у нее есть, я проверил, у нее есть пульс, у нее есть дыхание, значит, но нет сознания. И мы с вами вчера изучали гражданский переворот. Так вот, я еще раз показываю, поднимаю одну руку наверх, так? Вторую руку я поднимаю и кладу вот сюда. Не сюда кладу, а вот сюда, к уху подальше. Затем поднимаю ногу в противоположной руке и легким, но четким движением делаю переворот. Оп. И смотрю, зафиксировалась она. Видите, локоть у нее здесь упирается, коленка упирается. Все, лицо вниз смотрит, язык не западает, потому что он вниз сползать будет под действием гравитации, слово такое, наверное, знаете. И если что-то во рту появилось, кровь или что-то, разбит зуб выбило или что-то еще, у нее все будет лишнее стекать изо рта свободно. Так вот, когда мы это сделали, мы в обязательном порядке должны контролировать ее состояние. Мы смотрим, есть ли у нее пульс. Дышит ли. Ну, если есть пульс, как правило, человек дышит. Поэтому мы смотрим, проверяем пульс. Как проверяется пульс? Давайте мы посмотрим, как проверяется пульс. Итак, пульс проверяется. Ну, я, наверное, не на Елене Олеговне покажу, а на себе. Почему? Потому что, чтобы было лучше видно. Давайте я подойду сейчас к вам. Вот так вот. Смотрите. Вот я показывал вчера, где сонные артерии. Покажу еще раз. Смотрите. Чтобы вы знали, где сонные артерии, мы всегда проверяем пульс не на руке, где обычно врач проверяет, не на ноге, а на сонных артериях, которые находятся у нас на шее. Еще раз говорю, значит, если кто не знает, где сонная артерия, вот здесь угол челюсти и здесь угол челюсти. Ставим два пальца, опускаем их вниз. И вот там, где вот эти пальцы у меня от угла челюсти вниз уходят, там у нас находятся две сонных артерии, одна и вторая. Вот. Их нужно пальпировать, как у нас говорят, пальцами попытаться нащупать. Для этого мы берем 3 пальца, у кого 4, вот так вот ставим сюда, на это место, слегка надавливая, щупаем, каждый у себя нащупайте. Нужно понимать, как он вообще ощущается, как он двигается, для того, чтобы понимать, когда вы у другого человека щупаете пульс на сонной артерии, вы сначала у себя должны пощупать и убедиться. Вот. Можно щупать с двух сторон, двумя ладонями, вот так, двумя пальцами, вернее, двумя ладонями, приложив 2-3 пальца вдоль сонной артерии. Я надеюсь, что все нащупали пульс у себя. Кивните, кто нащупал. Есть, отлично. Почему я вам говорю это сделать? Потому что если вы не представляете, как он ощущается на пальчиках, вы не сможете понять, есть ли пульс у человека, который лежит, у пострадавшего. Можете друг у друга потрогать пульс. И он тукает со скоростью тук, тук, тук. У кого быстрее, у кого медленнее. О количестве мы скажем попозже. Итак,
я все время должен контролировать ее, жива она или нет, потому что скорая еще не приехала. Мы с вами договорились, что мы скорую помощь уже вызвали. Она лежит, я нахожусь с ней и наблюдаю за ней. И все время контролирую пульс. И в случае, в общем, бывают такие случаи, что человек лежит, вроде дышал, все нормально было, пульс был, хотя был без сознания. И вдруг вы в определенный момент потрогали, каждые 30 секунд мы контролируем пульс, например, и вот вы через 30 секунд раз, хопа, а пульса-то нету. Что делать? Тогда вы должны перейти к следующему этапу первой помощи. Мы делаем что? Мы переворачиваем лежащего на полу снова на спину и прощупываем у него пульс. Да, нам нужно убедиться, что у него пульса нет. Ну, нам показалось, когда он на боку лежал. И вот мы перевернули его на спину и нащупываем там же, где я вам показал, пульс. Поскольку он был у нас без сознания, пульс же может быть нитевидный. Нитевидный – это значит едва-едва заметный. Давление падает, пульс становится слабо прощупываем, поэтому у вас есть 10 секунд по протоколу, чтобы убедиться, что пульса нет. Потому что, если вы потрогали, вот так потрогали, вроде нет, и начали делать искусственное дыхание, человеку, вернее, реанимационное мероприятие, значит, вы можете этому человеку навредить. Либо остановить у него сердце, либо повредить сосуды. В дальнейшем он будет болеть сильно. Мы должны убедиться. И делаем мы реанимационное мероприятие только в том случае, если у человека конкретно нет пульса. Для этого вам дается 10 секунд, чтобы вы убедились. Я потрогал 10 секунд и действительно пульса не нашел. И в этом случае мы приступаем к следующему этапу оказания первой помощи. Елена Олеговна, можете вставать. Почему Елену Олеговну мы сейчас сменим на тренажер, которого зовут Гоша? Вот у нас тренажер Гоша. Если его видно. Видно? Если его не видно. Вот так. Это тренажер Гоша. Так вот. Почему мы сменили его? Мы же сейчас будем тренироваться и пытаться оказать первую помощь. Видно его, да? Вот, ну, нет, не видно его, ребят. Не близко, не видно. Наоборот, ставь здесь. Вот он, Гоша, видите? Потому что ни в коем случае, ребята, не надо пытаться тренироваться по оживлению человека на живых людях. Там, где у кого есть пульс и бьется сердце, ни в коем случае нельзя надавливать на грудную клетку. Вы можете остановить сердце или, как я сказал, повредить сосуды. Поэтому Елена Олеговна встала, ее место занял тренажер. Тренажер специально предназначен для отработки сердечно-легочной реанимации. Елена Олеговна, прошу. Самое главное, с чего мы всегда начинаем? То есть с того, что мы эти действия проводим на жесткой поверхности. В данном случае, вот видите, мы на полу. То есть на пружинном там матрасе каком-то или еще что-то делать нельзя. И на столе тоже да, нельзя. И на столе тоже, потому что да. Первое, что мы делаем, нужно обязательно освободить от одежды. Вот она у нас в курточке, девушка. Это у нас Гоша. Это мальчик. Мальчик у нас, да. Мы ему расстегнули мастерку. Если у него есть свитер, то этот свитер мы просто задрали вверх. Вот сюда вот свитер не снимаем. Если есть футболочка, то футболочку можно оставить, она тоненькая. Только сначала посмотрите, нет ли каких-то украшений. Или там крестика, или что-то под футболочкой. И если это мальчик, то поясной ремень, вот у нас в данном случае Гоша, вот у него сейчас спортивный костюм, но если он будет в брюках и у него будет поясной ремень, то нам нужно будет этот ремень ослабить. Потому что когда мы будем с вами нажимать на грудную клетку, то внутренние органы у нас будут смещаться, и печень может ударяться о край ремня. Да? Давайте я покажу. Смотрите,
Мы будем давить на грудную клетку. Так. Раз, два, три, четыре. Я нажимаю. Смотрите на меня. Нажимаем сюда, у меня внутренние органы опускаются вниз. Поэтому, если они будут двигаться резко вниз, и будет ремень Туго туго затянут, мы можем повредить внутренние органы, мы можем повредить край печени, и он может умереть от кровотечения внутреннего. Поэтому в обязательном порядке протокол предписывает расстегнуть ремень или тугую пуговицу. Расстегнули, расслабили, да? Дальше. Из чего, вот Василий Александрович сказал, сердечно-легочная реанимация, из чего это состоит? Это состоит из непрямого массажа сердца, которое мы делаем путем надавливания на грудную клетку, да? И искусственного дыхания, то есть мы вдуваем свой воздух в рот, или еще рот в нос, если маленький ребенок, да? В каком соотношении? Это одновременно не делается, это делается поочередно. Сначала всегда делаем непрямой массаж сердца, а потом делаем искусственное дыхание. 30 надавливаний и 2 вдоха. И вот таким образом чередуем. У нас часто спрашивают, почему 30? Говорят, везде пишут, и в интернете, и в учебниках старых прописано 15 надавливаний, 2 вдоха. Прошу на это не обращать внимания, потому что медицина движется вперед, протоколы изменились, и по самым последним рекомендациям Минздрава мы должны делать 30 надавливаний, 2 вдоха. Запомните эту цифру, 32. Ну, кто-то по дню рождения, может быть, своему запомнит или по каким-то другим интересным датам. У каждого свой принцип запоминания. Запомните, 32. 32. Как вы уже сказали, мы, да, начинаем всегда с непрямого массажа сердца. А каким образом мы это делаем? Во-первых, делаем мы вот основанием ладони. Вот каждый поднимите ладошечку и вот так вот основание ладони потрогайте. Вот это то место. Разрешите показать? Василий Александрович, покажите поближе. Да. Так, видно, основание да? ладони видно мое? Вот оно. Вот оно. Вот основание ладони. Вот этим основанием. Вот. Ага. Нам нужно найти точку, куда мы это основание ладони приложим. А прикладываем мы на середину грудины. Вот у нас грудина, да, такая плоская косточка. Вот плоская косточка, которая у нас вот так вот идет, да, отсюда. Она заканчивается таким отросточком, его называют мечевидный, потому что он походит на кончик меча. И давайте все потрогаем у себя. Там, где солнечное сплетение, я опять закрываю экран с собой. Вот там, где у нас сходятся ребра, вот здесь солнечное сплетение, все знают. Потрогайте у себя здесь, и вы у себя обнаружите такой отросточек хрящевидный. Он такой упругий. У кого не четко. Да, у кого четко, у кого вот он, я нажимаю на него, он у меня упругий такой. Двигается туда. Не нажимайте сильно. Да, сильно не нажимайте, не сломайте его. Посмотрите все, нащупайте, чтобы вы понимали. Это очень важно. Потому что если мы не найдем этот мечевидный отросток и не определим, где он находится, мы дальше не можем делать сердечно-легочную реанимацию. Мы должны понимать, где он находится. Вот, он у меня здесь находится. Посмотрите, я на него положил 2 пальца, вот этих. Вот. Этот мечевидный отросток, он очень хрупкий, потому что он с помощью хрящика нежного прикреплен у нас в грудине, да? И если мы вот это наше основание ладони поставим на него и будем нажимать, то мы его можем сломать. А если он сломается, то он у нас порвет органы, которые под ним находятся, да? И откроется опять-таки у человека внутреннее кровотечение, что очень опасно, смертельно для человека будет, да? Поэтому мы свое основание ладони кладем на грудину выше на 2 пальца от этого мечевидного отростка. А для этого... На 2 пальца выше от мечевидного отростка. Вот для этого мы 2 пальчика эти кладем на мечевидный отросток и выше этого места на грудину кладем уже наше основание, прикладываем основание ладони. Вот мы приложили, да, только после того, как мы нашли вот это место, эту точку, мы только тогда убираем вот эту руку с мечевидного отростка и кладем ее сверху на ту руку, которую мы, значит, приложили на грудину. Вот так перпендикулярно поставили. И вот смотрите, ребята,
Я вот тут, наверное, не видно, да? Давайте я немножко сейчас его разверну. А вы разворачиваетесь, а я подскажу один нюанс. Смотрите, мы одну руку кладем вот так, да? А вторую руку кладем сверху. Или вот так. Да, но Да? перпендикулярно Но вторую должно. руку перпендикулярно. Вот эта рука должна смотреть вдоль тела лежащего. Но тут есть нюанс. Видите, у меня большой палец. Я этим большим пальцем зацепился за свое запястье. Оп, не просто положил руку сверху, посмотрите, а зацепился за запястье. Вот таким образом. Это делается для того, чтобы рука, когда мы будем делать надавленную на грудную клетку, она не соскальзывала. Вот у нас крючочек. Все, зафиксировали. И работаем. И работать будем. Не как я показал локтями, а будем работать всем телом. Раз, два. Вот смотрите, повторяю еще раз, да? Вот я 2 пальца на мечевидный отросток положила и на 2 пальца выше мечевидного отростка положила наше основание ладони, да, на грудину. Так? Затем уже вторую руку убираю с этого места, с мечевидного отростка, и перекладываю вот так перпендикулярно. Вот смотрите, я стою, я нависаю над пострадавшим, над Гошей, над нашим, потому что я работаю весом, я надавливаю на грудину весом, потому что грудная клетка же это что? Это защита. У нас в грудной клетке, грудная клетка защищает наше сердце, легкие, внутренние органы от повреждения. Она упругая, тугая. Но это наша броня. Да, это наша броня. И продавить ее очень сложно. Поэтому, если я буду вот так вот руками делать, то я не продавлю грудную клетку. А если я вот так вот весом буду давить, то я смогу это сделать. Вот, видите, я прямыми руками и нависаю. Я вот так весом давлю. Раз, 2, 3, 4, 5. Да? И так 30 раз, заметьте. Да. Сейчас я включу нашего Гошу. Как Вот видно было? подсветки Наверное, видно, не видно видно, подсветки. наверное, не видно, да? Да, ну ладно. В общем, вот смотрите, мы нашли и 30 раз делаем 30 надавливаний. И считаем, ребята, вслух. Считаем вслух, чтобы не сбиться. Почему считаем вслух? 3 аргумента. Первый, когда про себя считаешь, сбиваешься всегда. Это закон. А цикл уже не один надо будет делать, а долго. Это первое. Второе, если вы вдвоем с кем-то, я подбежал на помощь и встал, я буду помогать делать ему вдох, рот в рот. Я должен слышать, что она говорит. Когда она говорит 28, 29, я в это время уже набрал воздух и приготовился работать. Понятно, да? Поэтому нужно вслух считать, чтобы окружающие слышали, сколько раз вы просчитали. Для того, чтобы все было непрерывно. Да, она говорит 28, 29, а я уже готов делать вдох. Вот сейчас я показала, да, каким образом мы делаем надавливание на грудную клетку. А теперь я вам покажу, как мы как делаем искусственное дыхание. Помните, мы с вами говорили о том, что когда, значит, человек у нас лежит без сознания, да, что у него подъязычные мышцы расслабляются, и язык закрывает, падает на заднюю стенку глотки, потому что он тяжелый, мощный, и закрывает дыхательные пути. И если мы вот так вот, он так как лежит, Гоша, мы начнем ему вдувать воздух, да, то воздух у нас не пройдет, потому что этот язык перекрыл ему дыхательные пути. Поэтому нам нужно что сделать? Запрокинуть голову. То есть мы одну руку кладем на лоб и надавливаем, да, запрокидываем голову, а второй рукой, вот пальчиками, я за подбородочек его, подбородочек приподнимаю. То есть, смотрите, я голову запрокидываю, а подбородочек приподнимаю вот так вот ручками, второй рукой. Можно положить Вот так. валик. А? Можно положить валик. Вот приподняли. И только после этого вот мы так приподняли, и в таком положении у нас язык, он натягивается и отходит от задней стенки. И у нас тогда дыхательные пути свободные. И теперь мы можем спокойно делать вдувание. Вот сейчас я сделаю, да, а потом поясню, как. Обратите внимание, у Гоши поднимется грудная клетка, если она правильно будет вдыхать воздух. Я брала воздух. Зажала нос. Зажала нос ему. Вот мы видим, как поднимается и опускается слегка грудная клетка. Обратите внимание, я не сразу 2 подряд сделала так вдоха. Я
вдохнула воздух, потом поднялась, набрала воздух, а он за это время пассивно выдохнул, потому что грудная клетка у него опускается же, в исходное положение возвращается, и тот воздух, который я вдохнула, он уже выходит. И потом я уже следующий делаю вдох. Потому что грудная клетка у нас пружинит. Пружинит. Она Она очень же эластичная. эластичная. И вот таким-то образом мы делаем 30 и 20. Теперь... значит, Два. Ой, 32. Прошу прощения, все, я уже заработалась. Извините. Так, значит, ну, мы можем сейчас это сделать, вот как бы мы, допустим, в паре делали, да? И еще такой момент. Если у нас есть помощники, покажем. да, то мы можем... Помните, мы говорили, что когда человек без сознания, мы в обморок человек упал, ему ножки приподнимаем для того, чтобы кровь в голове у нас приток был хороший, да, от ног. Мы взяли вот сейчас, подложили портфель, допустим, наш, и начинаем проводить. Значит, вы будете, доктор? Да. Ага. И начинаем. два пальца. Два пальца на мечевидный отросток, основание ладони на два пальца выше мечевидного отростка на грудную, середину грудины кладем. Нашли мы место, руку перекладываем на вторую перпендикулярно и начинаем 30 раз надавливание. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Я прекратила, он в это время делает вдох. Вот. И таким образом он закончил, я опять приступаю, опять делаю 30, и вот так меняемся. Сейчас. Мы это делаем до тех пор, пока либо, значит, у человека появится дыхание, заработает сердце, либо до приезда скорой помощи. И меняемся, например, если у нас несколько человек, да? Теперь я скажу, что придется нам запомнить все равно несколько цифр, чтобы вы ориентировались. Вот посмотрите, мы 30 надавливаний делаем, 2 вдоха, это у нас считается цикл. У каждого человека есть пульс, и у вас тоже есть, и у меня. И этот пульс обычно, в среднем, от 60, может быть, ударов в минуту до 90. И наша задача делать надавливание не меньше, чем естественный пульс. Чтобы кровь-то толкала. Потому что мы для чего надавливаем на грудную клетку? Для того, чтобы прижать сердце к позвоночнику. Чтобы оттуда? Чтобы выдавить кровь. Она вверх выдавливается. В артерии идет. Да, надавили, она вытолкнулась. Это как насос. Так, грудная клетка. Отпустили, сердце расправляется внутри там. И всасывает венозную кровь. Вот, прямо оттуда прямо. При следующем нажатии происходит то же самое. Нажали, кровь, бах, выбросилась. Отпустили, она оттуда всасывает. Это насос. И пока вы вот это вот делаете, вы являетесь, в общем-то, естественным насосом. Вы заменяете сердце человеку. Да, он может не дышать, да, пульса у него может не быть, но если вы в нужном ритме не менее, допустим, 70-90 нажатий в минуту делаете, и делаете 30 нажатий, 2 вдоха, потом снова с такой же скоростью 30 нажатий, 2 вдоха, вы поддерживаете в нем жизнь. И наша задача не в том, чтобы он открыл глаза и сказал: «О, привет, ребята, где мой калькулятор, я побежал». Нет. Наша задача главная, это, конечно, в идеале, если так будет. Он вдруг открыл глаза и очнулся. Но в этом не самое важное. Самое важное в том, чтобы вот это кровообращение, о котором я сказал, поддерживать в ритме пульса человеческого от 60 до 90. До приезда скорой помощи. И пока мы это делаем, человек жив. Потому что у него все органы и ткани питаются кровью, кровь омывает каждый участочек. И просто мы с вами заменяем ему сердце, пока мы двигаемся. Вот в этом смысл весь. И тогда давайте поговорим еще о цифрах, а потом мы с Еленой Олеговной покажем, как это делается. Дальше. Так вот, цифры, мы договорились. 32, 30 надавливаний, 2 вдоха. Но с какой скоростью нужно давить? С какой скоростью?
Я сказал, со скоростью не меньше 70-90 нажатий. То есть Ну, раз, для- два, 3, 4, 5, 6 и так далее. Вот, чтобы было понятно, ребята, вы же все знаете, как ходит у нас секундная стрелка, да? 1, 2, 3, 4. Это вот как раз минимальное количество нажатий. Лучше есть по с секундам такой не работать. частотой, да. 1, 2, 3, 4, 5. Это минимальное. А вообще, в принципе, это вы сами почувствуете, когда будете надавливать на грудную клетку. Вы почувствуете, когда вы надавили, вот смысл тут в чем? Мы надавили, а потом руки не убираем для того, чтобы грудная клетка расправилась, а мы просто тело свое убираем, мы вес убираем. Я раз немножко вес убрала, и грудная клетка, потому что давление стало меньше, она вернулась у нас в исходное положение. Как только она вернулась в исходное положение, мы сразу сделаем следующее. И вот таким вот образом. То есть смысл вот этих надавливаний, непрямого массажа сердца, это в том, что мы нажимаем на грудную клетку, она прижимает сердце к позвоночнику, оно становится относительно плоским, выталкивает кровь артериальную, а когда вы отпускаете, грудная клетка расправляется, и она естественным образом, сердце всасывает туда кровь снизу, проталкивает его наверх. Ну, вот такая система насосная. Вот. Значит, все с цифрами. Продолжаем с цифрами. Итак, поняли? Цикл 30 нажатий 2 вдоха со скоростью не менее, я рекомендую не менее 70 до 90 нажатий. Эту цифру нужно вот запомнить. Не менее 70. Запомните, например, вот так. Не менее 70. Это скорость, с которой мы нажимаем. На какую глубину нужно нажимать? Часто спрашивают, на какую глубину? Ну, люди все разные. Есть подростки, есть взрослые люди, вот как я, это самое плотного телосложения. Поэтому универсальной схемы нет, но есть цифра от 4, если это взрослый человек, от 4 до 5 сантиметров. А 5 сантиметров, ребята, это спичечный коробок. Кто видел спичечный коробок, тот поймет. Да? 5 сантиметров. Но это опять же не панацея, не обязательно. Потому что, опять же, вы должны экспертным путем все это, когда будете делать, почувствовать. Смотрите, вот этот кулак мой. Вы же, наверное, в школе вам говорили на уроках. Сердце человека, оно, каждого человека, оно с кулак. С его кулак. С его кулак. Вот мой кулак, вот кулак. Да, у кого-то из ребят побольше кулачище будет, значит, у него и сердце будет побольше. В среднем всегда сердце, оно размером с кулак. И сердце у нас не здесь, оно расположено посередине. Вот таким образом, чуть боком лежит. Вот здесь. Да, чуть-чуть смещено влево. Да. Вот сердце, кулак. И мы должны этот так сплюснуть кулак, этот, чтобы он вытолкнул кровь из сердца. А этот кулак, вот у меня, например, он 4 сантиметра. А у кого-то меньше, у кого-то больше. От 3 до 5. Ну, договоримся так. От 3 до 5. Угу. Ну, в учебниках написано по-разному. Угу. Ну, то есть вы поняли, что наша задача с вами это просто поддержать кровообращение в организме до приезда скорой помощи или пока не приедут спасатели. Еще такой момент, значит, вот смотрите, вы сделали непрямой массаж сердца, и буквально через 1-2 секунды вы должны приступить к искусственному дыханию. То есть интервал у нас между непрямым массажем сердца и искусственным дыханием должен быть где-то 1-2 секунды. Так, ну что, можем приступать? Попробуем, давай. Мы увидели. Еще такой, ребята, момент. Когда вот вы искусственное дыхание делаете, нужно открыть рот и плотно прижаться, значит, губами, обхватить губами пострадавшего, потому что если вы, то есть не вот такой вот, видите меня, да, то есть не вот так должно быть губы трубочкой, да. А я должна открыть рот и закрыть, плотно закрыть прижаться и сделать вот такой выдох. Видите, с каким трудом. И тут еще возникает один такой момент безопасности.
То есть понятно, что если это ваш близкий человек, да, то вы можете просто рот в рот это делать, да, искусственное дыхание. Если это человек посторонний, то, конечно, нужна защитная маска, вот в данном случае вот это. Если защитной маски нет, то можно использовать носовой платок. Просто носовые платки же сейчас тоже, они такие, с них тоже сложно продуть, но как защита оно пойдет. Можно просто в середке сделать вот небольшую дырочку. А чем? Там можно сделать авторучкой, там, ножницами, ножичком, чем угодно, да, раз дырочку сделали и положили вот таким вот образом платочек на это, и через него, значит, делайте дыхание. Таким образом этот платочек вас хотя бы от этого предохранит. Есть еще специальные всякие разные приспособления, устройство называется рот в рот. Там это, как правило, сейчас вот, они такие вот в аптечке занимают совсем мало места. Вот такие небольшие, как ириска, да, например, по размеру. Ну, это вот такая же, только полиэтиленовая штучка. Такая же, только полиэтиленовая штучка, и здесь стоит клапан. Ну, мы сейчас не будем об этом. Да, в середине тут пластиковый такой клапан стоит. Вот. Но это вот как бы мы говорим про безопасность. И, наверное, стоит еще сказать еще такой момент, что если вдруг вы оказались где-то, вот, ну, допустим, дорожно-транспортное какое-то происшествие, посторонний человек вот пострадал, да, у него тут кровь во рту, а если средств защиты нет, то вы рискуете заразиться. Поэтому можно в крайнем случае, если у вас нет средств защиты, человек посторонний, то вы можете делать только непрямой массаж сердца. Но проще сказать, если у него губы разбиты, на губах кровь есть, и вы не готовы, если это не ваш родственник, да, не готовы делать искусственное его без маски, или, вернее, даже с маской не готовы делать, потому что все это намокнет. Да. Вы можете делать так, как говорит Елена Олеговна, например. Почему можно так делать? Дело в том, что мы же, когда просто так дышим, да, вот я сейчас дышу, я дышу не полный, вот объем легких же большой, вот, но воздух у меня не весь выходит из легких. Помните, на физкультуре вы когда делаете глубокий вдох, руки подняли вверх, сделали вдох, это же какой объем воздуха заходит у нас, не такой же, как мы, когда выдыхаем просто так, когда дышим, да? То есть у нас с вами в подвздошной вот здесь области на самом деле где-то 300-500 миллилитров, ну пол-литра, скажем так, воздуха в запасе есть, да, как бы вот в этой мертвой зоне. И когда мы с вами на грудную клетку надавливаем, да, у нас сжимается же не только сердце, но и легкие сжимаются. Как я говорил, внутренние Да, органы. все внутренние органы сжимаются, да, и в том числе легкие. И поэтому вот тот воздух, вот запас, наш неприкосновенный запас, который там есть, он тоже будет сжиматься, и когда вы будете надавливать, из сердца будет выходить кровь, да, а из легких будет выходить вот тот остатки вот этого воздуха. А когда мы прекращаем нажатие, то грудная клетка расправляется, и она как сама расправляется, и как насос в сердце, соответственно, затягивается кровь венозная, да, а в легкие затягивается воздух. Ну, немножко воздуха, я замечу, немножко. Да, немного воздуха. Его будет немного, но все равно это даст ему шанс выжить. Поэтому, если вы не можете делать не можете делать искусственное дыхание, то делаем только хотя бы непрямой массаж сердца. И давайте сейчас еще раз проговорим. Посмотрите, мы договорились, что 30 надавливаний, 2 вдоха. Перед этим мы должны проверить в течение 10 секунд, есть пульс или нет, потому что человеку, у которого есть пульс, ни в коем случае нельзя делать надавливание на грудную клетку. Ему и так плохо, вы надавите, и он может умереть. Поэтому 10 секунд, 30 на 2, далее не менее 70 нажатий в минуту, далее глубина 3-5 сантиметров, в зависимости от комплекции. Ну, детям обычно делают меньше, от 1,5 до 3 сантиметров, взрослым 4-5 сантиметров. Это вам просто как опорный сигнал. Если вы будете делать, вы сами почувствуете. Вот. Желательно, конечно, это попробовать на тренажерах, но это наш будущий разговор об этом. Сейчас мы об этом не будем говорить. Дальше, еще, ребята, нос почему? Дальше по цифрам. 4-5 сантиметров. И еще одна цифра.
Если человек остался без пульса и дыхания, у вас есть 4-5 минут для того, чтобы начать делать ему реанимационные мероприятия. Потому что, как вы, наверное, все знаете, если человек, сердце не бьется и кровь не двигается по телу, человек не бьется сердце и не дышит, через 4-5 минут умирает мозг. И если вы будете делать это там через 6-7 минут, это будет бесполезно, потому что сердце можно завести, а мозг умирает через 4-5 минут. Вот это нужно понимать. То есть, если человек вдруг вы увидели, что у человека пульса нет, немедленно приступайте к реанимации. У вас есть 4-5 минут, чтобы начать делать реанимационные мероприятия. При этом мы договорились о том, что даже если что-то у вас не получается, вы должны продолжать. Потому что не самая главная задача, чтобы человек очнулся, закричал, где мой портфель или калькулятор, и убежал весело гагача, а чтобы у него поддерживалось кровообращение до приезда скорой помощи. Это труд, в общем, нелегкий. Я вот мужчина, я могу 5-6 минут качать взрослого мужчину или женщину. Поэтому лучше это делать в группе в 2-3 человека. С помощниками, чтобы Да. вы могли меняться. И сейчас мы с Еленой Олеговной это покажем, как работать в группе. Еще что? Ну, еще, значит, не забывайте, пожалуйста, о том, что нос обязательно нужно закрывать, когда вы делаете вдох. Потому что вы сделаете вдох, а воздух через нос будет у него выходить наружу. И то есть воздух не пойдет туда, куда нужно, в легкие, а он через нос у вас выйдет. Поэтому мы... По короткому пути. Да, по короткому Вот пути. так. Поэтому зажимаем нос, а потом уже делаем выдувание. Ну, давайте один цикл, то есть 30 непрямого массажа сердца, 30 надавливаний и 2 вдоха. Итак, начинаем. Мы его перевернули, мы подходим, я прощупываю пульс, 10 секунд, не больше, у меня времени мало, мы договорились, у нас 4-5 минут, нужно срочно начинать реанимацию, иначе через 4-5 минут умрет мозг. Начнет умирать, да. И мы прощупываем 10 секунд, я убедился, что пульса нет, и говорю: Лена, надо реанимировать, начинаем. И начинаем мы всегда не со вдоха, а с нажатий. Я беру 2 пальца, ставлю их на мечевидный отросток, который у нас хрящик мы все нашли, основание ладони в середину, выше 2 пальцев, и начинаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 2 вдоха. 1. Грудная клетка поднялась. Я снова ставлю 2 пальца. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ну, в принципе... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 27, 28, 29, 30. И вот этот цикл мы повторяем бесконечно. 1, 2, 1, 2, 3. Если я ладонь оторвал по каким-то причинам, например, пот вытер быстро, делал так. 1, 2, 3, потом у меня раз. Я должен обязательно снова поставить 2 пальца. Найти нужно точку. Опять закрыть наш отросточек мечевидный. И снова поставить руки. И продолжать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Перехожу
Меняемся. Опять мечевидный отросток. Одну руку перекладываем и начинаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. И я опять дышу. Да. И вот этот цикл мы повторяем бесконечно. И мы должны меняться время от времени. Ну, хорошо, если вокруг много народу. А если вас 3 человека, ребята? Если у вас много народу, вы можете всегда меняться. Дело тут не хитрое. Самое главное, что это тяжелая работа. И вы должны помнить, не получилось, такого не должно быть. 5 минут покачали, не получилось, не задышал. Еще раз ваше внимание обостряю на том, что главное – это кровообращение поддерживать, чтобы не умирал мозг. Мы выполняем с вами роль искусственного сердца. Пока мы делаем, человек жив. И у него есть шансы выжить. Когда приезжает скорая помощь, они довольно быстро помогают. Они уже приедут с лекарственными препаратами, они уже приедут с дефибриллятором. И поскольку мы с вами своевременно начали оказывать помощь, начали с вами делать не прямой массаж сердца, а искусственное дыхание, то кровообращение у нас было регулярным, и они вернут человека к жизни. Итак, вот за время занятий мы с вами уточнили несколько серьезных вопросов. Как вызвать скорую помощь? Что делать? Мы говорили, наверное, если кровотечение из носа. Что делать, если человек упал в обморок? Мы показывали вам точки, как нажимать где. Да. Что делать, если человек упал в обморок и если не приходит в себя, какую помощь ему оказать, если мы не смогли его привести в себя способами, о которых мы говорили, надавливанием или же нашатырным спиртом. Мы переворачиваем его в устойчивое боковое положение, следим за его пульсом все время, находясь рядом, пока не приедет скорая помощь. Затем, если пульс пропадает, мы его переворачиваем на спину и делаем циклы 32 со скоростью не менее 70 нажатий на грудину в минуту, на глубину взрослым 4-5 сантиметров, детям от 15 до 3 сантиметров. Извините, от 1,5 сантиметров до 3. Я оговорился. Вот. Понятно. Ну, когда мы говорили о том, как делать реанимационные мероприятия, мы объяснили, как, что нужно грудную клетку открыть, что нужно пуговицу расстегнуть или же ремень расстегнуть. Там много вещей по протоколу. Я вас попрошу на сайте спасателей ИКТ, там посмотрите в разделе обучения школы волонтеров-спасателей. Первая помощь, нажимаете кнопочку, там все открывается, там простая регистрация. Я прошу руководителей помочь ребятам это сделать, и вместе с ребятами вы можете пройти все тесты. Очень важно, чтобы вы прошли тесты. И еще раз вам скажу следующее, для руководителя особенно. Когда вы проходите тесты, зарегистрировавшись там на сайте, вам автоматически приходит готовый сертификат номерной с вашей фамилией, именем и отчеством. Вот там будет прямо написано, вы пройдете итоговый тест, и там будет написано «Поздравляем», значит, вам уже ушел сертификат. Если будет необходимость, свяжитесь с нами, мы вам отправим сертификаты на уже бумажной основе, оригиналы. Я думаю, что Надежда Моисеевна, мы с вами это сможем легко сделать. Какие у нас вопросы остались? У нас 1 минута есть для того, чтобы я ответил на некоторые вопросы. Друзья. Ребята, активно задаем вопросы. У нас сегодня, я думаю, что как бы по нашей программе последняя встреча, но я думаю, что это только начало нашего партнерства, сотрудничества. И для меня, вот, например, я выключаю камеры, да, но я это прошла обучение вместе с детишками, и для меня я подкрепила те знания, которые получила 2 года назад, летом, когда мы проходили пеший поход с детишками, да, выпускниками детских домов. И это очень на самом деле полезно, потому что мы все знаем, что в жизни бывает всякое, да,
и в любой трудной ситуации можно и спасти себя, и спасти друга, коллегу, с которым мы вместе проходим этот путь. Ребята, напишите в чате, если у вас есть вопрос, не обязательно микрофон включать. Да. Если у вас есть вопросы, мы готовы снова встретиться с вами. Пожалуйста, зовите, мы откликнемся. Мгм. Можно еще скажу. И более того, когда вот вы будете на сайте у нас, вот в школу волонтеров зайдете в первую помощь, когда вы будете проходить, там есть тоже чат. То есть если какие-то по ходу даже вот вы будете смотреть, просматривать информацию, вы можете задать любой вопрос. Там есть для этого как раз место. Мгм. Ну все, на этом, наверное, мы прощаемся, но я надеюсь, не навсегда. Я желаю всем долгой, здоровой жизни, без травм и огорчений. Всем счастливо! Всего доброго!